Бисмиллахи рахмани рахим, вассалату вассаламу аля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин, амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 114 сура Священного Корана, сура Ан-Нас. Уважаемые зрители, иншаллах, мы с вами постараемся разобрать эту суру, и я постараюсь, иншаллах, указать на самые распространенные ошибки и применять правила таджвида, и те правила, которые мы с вами уже прошли и уже знакомы. Итак, я прочитаю эту суру. Обратите внимание. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Итак, уважаемые зрители, первое правило, которое начинается, в особенности по правилам долготы, начинается отсюда. Бисмиллахир рахманир рахим. Хотя Бисмиллахир рахманир рахим не является первым аятом из 114 суры Ан-Нас, то есть сура «Люди». Итак, Бисмиллахир рахманир рахим переходит в сукун, и по тем правилам, которые мы применяли с вами по отношению к суре Фатиха, те же самые правила, стандартные правила. Хочу напомнить, что правила таджвида ни в коем случае не меняются по всем достоверным десятичтениям. Одни и те же самые правила. Исключением некоторые правила, которые добавляются. К этому, иншаллах, чисто специализация изучается в науках таджвида. А в данный момент все правила таджвида, которые мы с вами прошли, они применяются по отношению ко всем аятам Священного Корана, также к 114 суре. Итак, Бисмиллахир рахманир рахим. У нас три варианта остановки: 2, 4 и 6. Или 2, или 4, или 6. Если мы применяем правило удлинения 2 раза, Бисмиллахир рахманир рахим, значит, во всех последующих моментах нам нужно долготу применять только в размере 2 огласовок. Давайте будем применять, с вами выберем 4 огласовки для полноты произношения окончания, связанных с этой сурой. Итак, Бисмиллахир рахманир рахим. Первый аят. Куль. Звук каф. Будьте очень внимательны, чтобы звук каф не произносилось как мягкий каф. Ку. Потому что куль переводится с арабского языка как скажи, а куль кушай. Итак, куль ру. Так как хамза и айн – это гортанные звуки, нужно доли секунды четко разделить при произношении этих звуков. И в размере 2 огласовок. Естественно, удлинение. Куль а'удhu би рабби. Ра твердая. Ба удваиваем. Из касры мы уходим на удвоенную букву нун. Так как звук нун солнечный звук, и поэтому мы перепрыгиваем. Куль а'удhu би раббинна. Сперва назализация. Правило науки таджвида гласит: правила таджвида подчиняются скоростью чтеца. В зависимости, какой уровень скорости выбирает, количество назализации, количество удлинений, то есть мера долготы будет меняться. Если среднее чтение, как мы с вами изначально ориентируемся, «Куль а'удhu би раббин нас», это в размере 2 огласовок, то есть назализация в размере 2 огласовок. Теперь долгота алифа. Мы выбрали 4, значит 4. При остановке огласовка аннулируется, переходит в сукун. Итого получается первый аят произношения правильно произношение первого аята.
Куль а'удhu би раббин нас. Нас. Звук син, свистящий звук, нельзя прервать резким остановкой, потому что свист прекращается, и правильное произношение звука син невозможно будет. То есть куль а'удhu би раббин нас невозможно. Нас. Доли секунды нужно удержать. Итак, второй аят. Маликин нас. То же самое правило. Малики. Согласовки кесра. Уходим на удвоенный звук. Аннулируется у нас алиф и лям артикль. Почему? Потому что звук нун солнечный. Удерживаем в размере двух огласовок. Остановка сукун. То же самое правило. Вот этого правила. Маликин нас. Удлинение в размере 4 огласовок. Идем дальше. Иля. Иля. Вот ударение в размере 2 огласовок. Естественное удлинение мадд таби'и в размере 2 огласовок. Иляхи. Вот то же самое. Правило стандартное. Во всех этих аятах правило окончания суры стандартно будет, без изменений. И поэтому намного легче произносится эта сура в начале изучения, правильного чтения Священного Корана. Иляхин нас. Удерживаем назализацию. Удлинение в размере 4 огласовок. Остановка. Итого получается. 3 аята я прочту. Будьте внимательны. Куль а'удhu би раббин нас, маликин нас, илахин нас. Идем дальше. Мин шарри. Звуки арабского алфавита делятся на 2 части по отношению к правилу ихфа. Это твердое произношение ихфа и мягкое произношение. Все звуки, которые являются мягкими звуками и подчиняются правилу ихфа, произношение ихфа будет мягким. Итак, щин у нас мягкий звук. И поэтому мин шарри – это очень ошибочная и распространенная ошибка. К большому сожалению, нужно от этого отдаляться. Мин ша. Язык ни до чего не должен дотрагиваться. Ни до зубов, ни до десны, и кончик языка не дотрагивается. И поэтому миша произносим полноценно огласовку мим, звук мим с огласовкой кесра мишарри. Удержание в размере 2 огласовок. Мишарри. Шарри. Ра мягкий звук. Шарри, шарри. Ошибочное произношение, очень ошибочное произношение. Нужно избавляться от таких ошибочных произношений. Мишарриль. Так как звук вау является лунным звуком, и поэтому мы останавливаемся на ляме. Мишарриль ва. 2 счета. Ва ударение. Мишарриль васвасиль. Здесь мы пропустили огласовку. Сукун. Шарриль васвасиль. Останавливаемся, потому что ха у нас лунный звук. На ляме остановимся. Шарриль васвасиль. Ха. Не ха, нет. Ха. Звук А. Следует заметить, что в арабском языке отсутствует четкое произношение звука О. В арабском языке такого звука есть. Есть твердое произношение А. Ха. Мин шарриль васвасиль ха. Хан. То же самое правило, как и предыдущее. Удержание, назализация в размере 2 огласовок. Удлинение в размере 4 долготы 4 раза. Остановка сукун. Итого получается 4 аят. Мин шарриль васвасиль ханнас. Итак, уважаемые зрители, 5 аят. Аллази. В размере 2 огласовок. Удваиваем. Начинаем с фатхи. Аллази. Удлинение в размере 2 огласовок, потому что естественное удлинение.
Что такое естественное удлинение? Красноречивый араб при произношении этого слова не растягивает удлинение этого звука дольше, чем двух огласовок. И поэтому ориентиром является произношение красноречивого араба. Аллази ювасвису. К большому сожалению, одной из самых распространенных ошибок это является юфасвису. Вау или ювасфису. Вместо вава произносят звук фа. Нужно очень быть внимательным, потому что буква фа и вау – это губные звуки, произносятся с губ, и поэтому нужно более убедительно и четко стараться произносить этот звук. Аллази ювасвису. Фи в размере двух огласовок. Сад – твердый звук. Суду, 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 два счета. Суду, рин, то же самое, аннулируется. Назализация в размере двух огласовок, удлинение в размере 4 звука, сукун. Итого получается аллази ювасвису фи судурин нас. Идем дальше. И последний аят, 6-й аят 114 суры. Миналь. Перепрыгиваем на сукун. Миналь джиннати. Удержание в размере двух огласовок и назализация. Миналь джиннати. Следует кясру джима. Четко, ясно, не торопясь произнести и. Миналь джиннати. Но нужно очень внимательно быть, чтобы звук ж. Вот этот звук, чтобы у нас не появлялся. Звук ж. Миналь джиннати. В арабском языке нету звука ж. Есть звук джим. Джи. Миналь джиннати. С вава, с огласовки вав. Перепрыгиваем на нун. Удержание, назализация, два счета. Удлинение в размере 4 огласовок и остановка сукуном. Итого получается 6-й аят у нас. Миналь джиннати ван нас. Теперь, уважаемые зрители, точно так же, как мы произносили с вами суру Фатиху в слитном чтении, мы сейчас будем применять то правило, которое мы с вами проходили. Слитное произношение. Произношение всех 6 аятов. Но следует заметить, что при огласовка у нас остается. Я заново запишу огласовки, чтобы нам понятно было. И применяем. В этом случае то удлинение, которое мы с вами удлиняем в размере 4 огласовок, больше 2 нельзя. То есть она будет аннулирована и останется 2. Потому что переходит на слитное чтение. При слитном чтении естественное удлинение не удлиняется больше, чем 2 огласовки. Итак, получается. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Но при остановке последняя огласовка остается 4 или 6 или 2, в зависимости, сколько мы здесь взяли. Ориентир. То есть Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ориентир 6 огласовок. В этом случае при слитном чтении последняя огласовка, последнее ударение, здесь удлинение будет в размере 6. Обратите внимание. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Естественно, самое лучшее чтение – это чтение пророка, алейхиссалату вассалам, так как он читал раздельно каждый аят отдельности. Это является самым лучшим чтением. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.